Друзья, приветствую вас! Это передача Life to Love в прямом эфире, где слова не просто звучат, а проходят жесткую проверку, где задают неудобные, порой острые вопросы и получают откровенные ответы. И сегодня мы разберем событие, которое, наверное, волнует не только жителей автономии, но и всей Молдовы. 17 марта прошло внеочередное заседание Народного собрания Гагаузии, после которого вопросов стало больше, чем ответов. Знаете, вот такое заседание, которое напоминало политический, юридический квест и оставило многих наблюдателей в недоумении. А что же дальше? Поэтому мы сегодня в студию пригласили непосредственного участника этих событий, лидера политической Гагаузской народной партии, депутата Народного собрания Гагаузии Николая Харлампиевича Дудогла. Я вас приветствую. Приветствую, Антон. Я спешу вас поприветствовать и поблагодарить за то, что приняли приглашение поучаствовать в сегодняшней нашей дискуссии. И выборы назначены, но состоятся ли они? Комиссия сформирована, но выдержит ли она проверку закона? Решения приняты, но не окажется ли завтра, что они будут опротестованы в суде? Ведь, по сути, законодатели, ваши коллеги, на этом заседании название Центральной избирательной комиссии оставили прежним, не изменили, а его состав без кандидатур из судов был принят и без предварительной проверки кандидатов в необходимых службах это информации безопасности, Национальном органе по неподкупности и Национальном центре по борьбе с коррупцией, как того требует Избирательный кодекс Республики Молдова. Николай Харлампиевич, вот выборы назначены на 21 июня. Формально процесс запущен, о чем объявил торжественно, в торжественной обстановке в Доме культуры исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманджи. Он сказал, что с сегодняшнего дня предвыборный процесс запущен, 90 дней, как он озвучил. Но вот в ваших заявлениях, я присутствовала на первом внеочередном заседании, звучали совсем другие тона. Это старт кампании или старт проблем? Ну, мне так показалось, что у вас к вашим коллегам возникало ряд вопросов после очередного процесса голосования. Как вы прокомментируете ту дату, которую назначили? Спасибо, Наталья, спасибо за приглашение. Вы знаете, я, честно говоря, очень удивлен. Удивлен всему. Ну, практически мы второй раз наступили на грабли. Буквально несколько месяцев назад мы уже назначали дату, и мы, несколько человек, дополнили тот цикл, который у нас был. Тот, который мы практически уничтожили, но через суд они вернулись. Часть людей ушли, и часть людей Народное собрание добавило, и добавило с теми нарушениями, которые сегодня есть. Потому что принят закон Республики Молдова 3 года назад, Кодекс о выборах, где, в принципе, черно по белому написали, что это касается и Гагаузии, и даже дали год для того, чтобы нивелировали законы, привели соответствие, для того, чтобы по всей стране у нас больше нету ЦИКа, а есть ЦИС. Ну и требования к ЦИСу, что нужно сделать для того, чтобы стать членом Центрального избирательного совета. Ничего мы не сделали, а мы просто повторили то, что делали несколько месяцев назад. Поэтому большой знак вопроса, кому это надо? Вот кому это надо? Ведь я скажу, что если не 100, то 99% депутатов, которые участвовали в Народном собрании, все они понимали, что это наше решение, обязательно госканцелярия опротестует и обязательно суд отменит. Все это реально понимали, все даже смеялись, но при этом голосовали и вот шли по этому пути. Кто их толкает на этот путь? Я скажу, более слабого, более некомпетентного руководства в данный момент Гагаузии за все существование Гагаузии не было. И сказать, в принципе, это руководство мы и не можем, потому что исполком уже исполняющий обязанности Гот Илья Узун исполняет обязанности Башкана. Тут уже несколько месяцев исполняет обязанности председателя Народного собрания Орманджи Николай. Эти люди, которых никто не выбирал. Разве они выбирались Башкана председателем? Нет. Они в той ситуации, которая попала в Гагаузию,
и их назначили на короткое время, и вот оно длится, и я не знаю почему люди, которые, они же понимают, что когда их оставили исполняющие обязанности, надежда была, что они все-таки доведут Гагаузию, что в Гагаузии стали следующие выборы, выберет новое народное собрание, народное собрание в дальнейшем, как говорится, выберет новый исполком или же утвердит этот исполком дальше. Но вот остановились мы на том, что эта команда фактически ничего не делает, а все, что делает, этим самым она уничтожает автономию. Ведь мы сами допустили того, что 3 года назад, когда принялся этот закон, я абсолютно против этого закона, чтобы все отлично понимали, что республика пошла на такой шаг, который не посчитала, что в Гагаузии есть автономия. Да, у нас на уложении Гагаузии есть пункт, где Гагаузия проводит свои выборы самостоятельно. Но в стране принят закон для всех. Что должна была сделать Гагаузия? Гагаузия на следующий день должна была этот закон опротестовать. Если мы не согласны, мы его опротестовываем и бороться как никогда, чтобы ни в коем случае не давать возможности, чтобы уложение Гагаузии менялось, или мы должны там нивелировать, менять все остальное. Ничего не сделано. Ведь прошло-то с 2003 года 3 года, ничего не сделано. Еще хуже. Народное собрание идет, такой, я скажу, что нехороший шаг принимать, уничтожает свою Центральную избирательную комиссию. Идет ликвидация Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Мы его уничтожаем. Не Кишинев, а Гагаузия ликвидирует свой собственный ЦИК. Те члены Центральной избирательной комиссии Гагаузии сами подают в суд. И в конечном итоге мы стали свидетелями, что они выигрывают суд, они возвращаются. Но те люди, которые работали в этом Центральной избирательной комиссии, часть самостоятельно ушли. И если в прошлый раз осталась часть этих людей, и мы пытались дополнить и успеть со старым ЦИКом провести эти выборы, мы столкнулись с одним моментом. Потому что в ЦИКе или ЦИС туда, в принципе, предлагается 3 человека от исполкома, 3 человека от Народного собрания и 3 человека от судебной системы. И тогда у нас был момент, что судебная система, 1 человек со старого ЦИКа ушел, и судебная система должна была 1 человека предложить. И они тогда предложили Центральный избирательный совет. То есть Народное собрание исполком предлагает Центральную избирательную комиссию, судебная система предлагает в ЦИС. То есть мы фактически уже понимаем, что не может быть, что одни делегировали ЦИК, одни делегировали ЦИС, и это в конечном итоге после этих выборов кто-то утвердит наши выборы. Это полный абсурд. И вот сейчас мы столкнулись с этим моментом. 3 человека от Народного собрания предложены в ЦИК, 3 человека предложены от исполкома в ЦИК, а судебная система еще никого не предложила, но она при этом сказала, что она выбрала людей, эти люди проходят комиссию, согласно законодательству, они проходят проверки СИП, ЧНЕ, все, что там нужно, и они предлагают их тоже в ЦИС, Центральный избирательный совет. Только по этому пункту, уже не идя дальше, мы отлично понимаем, что эти выборы опротестуются и их отменят. То есть получается, что вот эти 3 недостающие кандидата в состав избирательной комиссии суды не предоставили только потому, как принципиально для них важно название. Они сказали, что они, в принципе, еще не успели пройти всю проверку. Потому что если бы исполком и Народное собрание тоже кандидаты от исполкома Народного собрания проходили бы всю проверку, и они бы не успели. Потому что там все силовые структуры должны их проверить, да, компетентные органы. Но ЦИК судебная система подала на проверку, а остальные наши исполком и Народное собрание ничего. Они даже дошли до абсурда. И, честно говоря, даже на сессии об этом поднимался вопрос, что 3 человека исполкома Гагаузии даже не имеют сертификат, что они могут быть представителем ЦИКа. Понимаете? 800 человек из Гагаузии имеют такие сертификаты. Исполком Гагаузии даже 3 не нашел. Это говорит о том, что исполком Гагаузии ни в коем случае не хочет, чтобы у нас были выборы. Вот они специально поставили людей, которые не имеют сертификата, даже за вот этот момент уже выборы должны быть опротестованы. То есть эти люди не подходят. Задаемся вопросом, почему? Потому что сегодня исполняющий обязанности уже год вместо башкана Гагаузии. Илья Узуну наверняка очень понравилось быть башканом Гагаузии. Исполком Гагаузии все работают, но мы не видим работу.
Какую работу сегодня проводит исполком Гагаузии? Только тратить те деньги, которые наши налогоплательщики платят каждый месяц. Где инвестиции, где гранты, где проекты, где развитие региона? Ничего нету. Просто средства, которые приходят, они проедают. Ну и еще там наверняка нужно разобраться, как эти деньги тратятся. Поэтому здесь я считаю, что исполком Гагаузии это первый нарушитель, который пошел по тому пути. Мы завтра будем искать, конечно, центр, потому что, скорее всего, что это вот так и будет. Но уже мы видим, что первый нарушитель исполком Гагаузии, они сделали все, что эти выборы не состоялись. То есть получается, что на сегодняшний день исполком занимается узурпацией власти, предоставляя да. в состав избирательного органа неподходящие кандидатуры. Совершенно так. Когда депутат Владимир Кыса выступил с вопросом о выдвижении кандидатур в состав ЦИК, ЦИС Гагаузии, вы озвучили предположение, что это решение, скорее всего, будет опротестовано. На что он сказал: конечно, а вы задали вопрос, а зачем мы тогда вообще голосуем? Какие возможные последствия будет иметь это в дальнейшем? И не считаете ли вы, что подобные действия Камрата ведут к прямому конфликту с Кишиневым? Ведь там, наверное, не будут разбираться, какие планы у Ильи Узуна или у исполнительного комитета. Все вопросы будут и претензии именно к законодателям. Знаете, Наталья, ну, я скажу, Рубикон пройден. Если даже после того, где 3 года мы не оспаривали, после того, когда в ноябре месяце истек срок депутатов, то есть мы потеряли свои полномочия, тоже из-за нашего руководства Народного собрания. Потому что именно президиум поменял уложение Гагаузии, что наши полномочия сохранялись только до ноября месяца, когда мы были избраны, утверждены. А в старом уложении у нас бы сохранялись бы полномочия до того дня, пока не придет новое Народное собрание. То есть мы сами себе загнали в тупик этим изменением. Но я скажу, что даже во время принятия я пытался как-то достучаться, и я задавал прямые вопросы, которые все понимали. Я говорил, что давайте, сейчас мы утверждаем ЦИК. Тарновский предложил, давайте мы ЦИК и ЦИС сделаем на всякий случай. Хотя, конечно, это тоже не прошло бы, но хотя бы так. Но ни в коем случае никто не хотел слышать. Такое предположение, что это делается специально. Все понимают, что это будет операционно, но все равно на этот шаг идем. Ну, давайте вспомним самые главные моменты в истории нашей Гагаузии последних годов. Когда шли волонтеры на Гагаузии. Помните времена? Окружили Гагаузию со всех сторон. И казалось, что вот прольется кровь. И та кровь, если прольется, она никогда не смоется. Вражда десятилетиями, столетиями будет между нашим гагаузским и молдавским народом, будет вестись борьба. И в один прекрасный день, потому что была радикальная часть в Гагаузии, которые говорили, пришло там 5-10 тысяч волонтеров. В Гагаузии есть сотни тысяч. Соберем все мужское население, вооружим их там лопатами, вилами, молотками, со всеми инструментами, и пойдем их разгромим. Да, если так смотреть, конечно, Гагаузия стала бы защищать своих детей. Но в это же время, кроме радикальной части, была вторая. Более люди, которые отлично понимали, что нужно такие моменты решать переговорами. И тогда, я помню, что мы же не буду называть все фамилии, чтобы никого не обидеть, потому что там много людей было. Они пошли на переговоры. Сначала что-то не получалось, потом все равно 1, 2, 3 переговора. И в конечном итоге нашли компромисс отношений, и волонтеры ушли назад. И у нас не было того столкновения, не было крови. Только из-за того, что мы пошли на какие-то переговоры. Мы хотели вопрос решить. Возьмем следующее. Когда был принят закон о своем правовом статусе. И снова же у нас была более радикальная часть Гагаузии, которая говорила, что ни в коем случае никакой автономии, у нас только республика, мы республика, идем вперед до конца. Но после того, когда бюджет Гагаузии, можно сказать, что лопнул, тогда Чедерлунгский район, не буду называть фамилии, кто вывел бюджет Чедерлунги из Гагаузской республики, фактически было ясно, что мы не можем существовать. И снова же нашлись те люди, более умеренные политики Гагаузии, которые начали вести диалог, переговоры с центральными властями, подключилась и Турецкая республика, и в конечном итоге парламент страны, это не просто переговор, голосует
и мы, Гагаузия, принимается закон о своем правовом статусе. Это благодаря снова переговорам. Я скажу, референдум, который прошел в Гагаузии. Многие бьют себя в грудь, что вот мы провели, но я скажу так, что я лично участвовал, не только я, еще люди, где мы договаривались, что после этого референдума или во время референдума не придут силовые структуры страны для того, чтобы кого-то арестовывать, для кого-то открывать уголовные дела, и после этого референдума, естественно, десятки, сотни людей получат уголовные. Мы договорились, что этого не будет. И этого не случилось. Это снова был вопрос, что нашлись люди, которые защитили Гагаузию. Сейчас, в данный момент, я считаю, что тоже нужно было, вот тоже после первой попытки, когда мы на март предложили выбор Народного собрания, когда дополнили старые ЦИК дополнительными людьми, и когда мы увидели, что все это опротестовалось, все это остановилось, нам нужно было четко понять, что с теми руководителями, которые из Гагаузии, ничего не двинется. Узун был заместителем, кажется, первым заместителем работал в системе Башкана Евгений Гуцул. Это воспринимается одно целое. А Орманжи работал, кажется, в команде Константинова, который тоже, во всяком случае, об этом все говорят, тоже в команде Шора. То есть ничего не изменилось. Кто с этими игроками будет говорить в центре? Нет, конечно, невозможно. Ну и если вы заметили, я в Народном собрании сказал Орманже в лицо, не обижая лично его качество как человека. Я сказал, что если у тебя не получается, и не получится. Потому что тебе сегодня заклеили ярлык, Шорова, если ты не получится. Отойди в сторону, уйди. Уйди, дай возможность другому человеку возглавить Народное собрание, который сможет вести переговоры. Или же давайте мы выберем группу депутатов-переговорщиков, которые были бы более умеренным политиком. Сейчас не идет вопрос социалист, демократ, коммунист или ПАС, или не знаю что. Сейчас вопрос идет, что спасти ситуацию, которая есть. И я уверяю вас, что если мы пошли по такому пути, я об этом много раз говорил, мы ситуацию спасли. Мы сейчас, я уже сказал, перешли Рубикон. Республика пошла дальше. Видя, что Гагаузия ни в коем случае не идет ни на какой компромисс, Гагаузия не признает, что в законе, республики принят кодекс о выборах. Министерство юстиции подает иск в Конституционный суд, где требует проанализировать Народное собрание в первую очередь для того, чтобы Гагаузия не имела права назначать начальника УВД, начальника СИС, начальника налоговой инспекции, чтобы никакого отношения не имели. Ну а третье, проанализировать и дать разъяснение, имеет ли право Гагаузия проводить вообще выборы. А я вам скажу, что вот то, что сейчас случилось, это уже обратная сила. Если Конституционный суд примет решение, обратной силы нет. Все, а протестовать больше невозможно. Мы же не должны были допускать, пока обратятся в Конституционный суд, вести переговоры до этого. Но, к сожалению, я скажу, что в Народном собрании те решения, которые приняло, а после того, когда приглашала вся оппозиционные партии, которые, в принципе, я удивляюсь, выходили на трибуну, и они жесткая критика центральной власти. Да, правильно они критиковали центр власти, только они забыли, что они тоже были властью. И они тоже забирали гагаузские полномочия. Началось с тех же коммунистов, закончилось с тех же социалистов. Они больше полномочий у нас забрали, даже те, которые сегодня пришли. Но с ними мы хоть вели переговоры, а сегодня мы даже не хотим ни с кем вести переговоры. Вот это то, что сегодня творится. Конечно, я скажу, что один человек не воин, я говорю не воин, я говорю свое мнение. Я попробовал свое мнение об этом писать в Фейсбуке, об этом высказываться, в Народном собрании об этом как-то говорил. Но я вижу, что есть силы, которые ведут Гагаузию в другом направлении. Я считаю себя, я в политике уже 25 лет и считаю себя патриотом Гагаузии. Я не могу поменять свои мысли. И когда я говорю о том, что сегодня, этим я защищаю Гагаузию. А когда сегодня нас толкают на борьбу с кем-то и говорят, что нет, мы должны сохранить, это не путь. Это путь того, что мы полностью все потеряем. Уже следующий шаг. Сейчас Конституционный суд признает, что мы не имеем права проводить свои выборы и назначит, что ЦИК Республики Молдова проводит выборы, и мы больше ничего не сможем сделать. А второе, я скажу, что если вы замечаете, я в молдавской прессе частенько слышу по телевидению, что идет опрос людей. А вы про Гагаузию знаете? Кто-то знает, кто-то не знает. А как вы думаете, должна ли быть в Республике Молдова автономия?
нужна ли нам Гагаузия. И уже начинается подготовка людей для того, чтобы в определенный момент снова обратиться к Конституционному суду, для того, чтобы отменить закон о своем правом статусе, мы останемся 3 районами. Это я снова же говорю, что у нас немедленно нужно, чтобы мы могли поменять руководство, потому что то руководство, которое у нас есть, она прежде всего устраивает, что вот такой бардак был для них, потому что они, что Народное собрание, что исполком, сидят сегодня в теплых кабинетах, имеют машины, хотя многие депутаты давно кричат, давайте машины в гараж. Не-не-не, машины у них, бензин у них, по 6 зарплат они подготовили себе, когда уйдут. Исполком Гагаузии, как говорится, Узун сегодня полноценный Башкан Гагаузии, год. Как он мог стать? Кто бы его выбрал Башканом Гагаузии? Да никогда в жизни. Но в данный момент уже год есть, и еще год, возможно, пока сюда будет идти. Поэтому эти люди не хотят уходить. Им выборы не нужны. Они видимость выборов сделают. И второе, центральным властям. Центральным властям ПАСу это полностью подходит. Вот такое руководство, которое идет все время на конфликт, их полностью устраивает. Эти не хотят, как говорится, соглашаться, что они живут в стране, они должны выполнять законы, которые принимаются в стране для каждого жителя Республики Молдова. Они идут дальше, они не остановятся. И вот последнее вот то, что было в Доме культуры, это сигнал тому, что никто после этого останавливаться не будет. И мы потеряем не только полномочия, но мы можем потерять еще и Гагаузию. Но есть такое мнение, что, допустим, те люди, вот как вы говорите, которые причастны к команде Шора, в частности Илья Узун и Николай Орманжи, так как они стали продолжением тех людей, которые были до этого на руководящих постах. Якобы самому Шору невыгодно вопрос с затягиванием выборов, так как у него здесь теряются вот эти все, скажем так, позиции, которые он в свое время занял, и он ушел отовсюду, но только не с Гагаузии, потому как Гагаузия для него важна стратегически. На сегодняшний день также прозвучало заявление главы территориального бюро Государственной канцелярии Гагаузии Сергея Чернева, в частности, в эфире программы ТВ-8 об оспаривании решений Народного собрания в суде. Он уже об этом сказал. По вашему мнению, насколько высока вероятность, что выборы в итоге не признают? И вот как вы говорите, третий сценарий, который, кстати, озвучивал и вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Пастика, о том, что, скорее всего, выборы при третьем варианте сценария, к которому толкают депутаты, проведет Центральная избирательная комиссия Молдовы. Ну, вот смотрите, я уже сказал, что когда мы принимали эти решения, 99% знали, что это все будет оспорено, опротестовано. И я думаю, что, ну, пускай 99%, но 90% знает, что суд отменит наше решение. Но мы все-таки это приняли. Я тогда, в принципе, сказал, здесь есть один момент, что если суд это отменит сейчас, так можно сказать, что Гагаузии сильно повезло, если сразу отменят. Но если нам дадут возможность, а у нас такие горячие головы есть, чтобы побыстрее выбрать председателя ЦИКа, начинать выборы и все тому. Если мы пойдем, все-таки начнем эти выборы, вы представьте себе, что люди, которые будут участвовать на этих выборах, они на 2 месяца должны взять отпуска. Они должны уйти с работы и заниматься предвыборной кампанией, листовки, газеты, все, что нужно для выборов. Это определенные затраты. То есть человек уходит с работы, он 2 месяца не работает, еще, кучу денег тратит на все эти, для выборной кампании, а в конце или последние недели до конца выборов суд отменяет это решение. Или же вообще мы заканчиваем выборы, а нас не утверждает потом, да, диктор. Кто за это ответит? И потом через месяц мы назначаем новые выборы, и эти люди должны заново пойти. Да они уже не смогут пойти. Ну кто 4 месяца не будет работать, кто будет кормить их семьи? Я понимаю, что депутаты, которые это толкают, они 6 месяцев себе зарплаты сделали. Вот они уйдут с Народного собрания, они за 6 месяцев получают зарплату. Они могут баллотироваться 2-3 раза. А рядовые люди, умные, нормальные люди, которые хотят изменить ситуацию, то они 2 раза на выборы не пойдут. Я, в принципе, в Народном собрании сказал, что я выступаю не только как депутат, а как руководитель Гагаузской народной партии. Пока мы не увидим, что между Камратом и Кишиневым найден консенсус,
Мы вышли на законное поле, где мы знаем с обеих сторон, что никто не будет опротестовывать, и назначатся выборы, мы участвовать на выборах не будем. Только когда все договорятся, только после этого мы на этих выборах будем участвовать. Значит, отлично понимаем, что наша партия Гагаузская, это наши первые выборы. Идти на выборы, выставляя 25, 30, а может быть 35 человек, 35 по 35 округам, это довольно-таки, скажу, и финансово, и нужно взять ответственность над этими людьми, над этими семьями. Я лично на себя такую ответственность не могу взять, подвести этих людей, потому что их семьи останутся голодными. И в конечном итоге выбор отменится. Поэтому сказал, что мы в этом участвовать не будем. Если кто-то Гагаузии толкает на этот шаг, чтобы с кем-то поругаться, чтобы здесь взорвать ситуацию. Но я вам скажу другое, что вот я был в зале Дома культуры, я слушал выступления всех приглашенных. Нету никакого революционного взрыва, нету в Гагаузии. Все понимают, что Гагаузия, да, мы обвиняем Кишинев, есть за что обвинять, но мы отлично понимаем, что мы сами виноваты. Мы не опротестовали этот кодекс, когда он вышел. Мы сократили свой ЦИК, который у нас был, который должен был провести выбор. Мы не провели вовремя выборов. Кто не пускал нас провести в ноябре выборы? Зачем нужно было тянуть? Тянули для того, чтобы усидеться на этих креслах, пока не потеряли свои полномочия. То есть мы сами практически во всем виноваты. При этом я сразу же говорю, что, конечно, республика использовала некоторые рычаги для того, чтобы мы попали в этот тупик. А мы попали. Мы попали, а в дальнейшем как выйти? Нужно идти на компромисс, нужно искать переговоры. И это могут сделать те люди, которые не были задействованы в системе Шора, которым нет вопросов. И скажу последнее в этом контексте, чтобы некоторые спрашивают меня, а что вы так согласны с тем, что наших людей не будут допускать на выборы? Во-первых, никто не сказал, что кого-то не будут допускать на выборы. Второе я скажу, я участвовал на выборах. Я на последних башканских выборах участвовал. И скажу, что мы провели очень хорошую кампанию. У нас было много людей, которые, меня вся Гагаузия хорошо знает. Тех людей, которые нас поддерживали. Но при этом мы проиграли. Почему? Если все опросы до выборов, первые части выборов показывали, что мы будем в финале 100%, потому что мы уже 3 раза выходили в финал, то появление новой команды, которая закидала Гагаузию деньгами. Во втором дворе висели плакаты. За эти плакаты платили. Это коррупция была, что если плакат висит у тебя, значит человек взял деньги. А если человек взял деньги за этот плакат, он автоматически голосует в том плакате. Это одно. Второе. Мы же помним, что по 15 тысяч лей платили всем агитаторам. Кто устоит? Регион очень бедный. Я не хочу повторения в Гагаузии таких выборов. Пускай она меня обижается, хочет, но дать возможность полностью купить Гагаузии и превратить выборы наши, я скажу, такой хаос, что у кого больше денег, тот и становится руководителем, это нельзя давать. Нужно дать возможность всем быть на одинаковые условия. А когда говорят одинаковые условия, и кто-то хочет забрать весь ЦИК себе и подчинить, вспомним, давайте выборы Ирины Влах. Это кощунство было, это издевательство над всей Гагаузией. В республике такого никогда не было и быть не может. 9 часов заканчивается избирательная кампания, а Ирина Влах, да тогда социалисты поддержаны, наша Центральная избирательная комиссия Гагаузии продлевает их чуть до 12 ночи. И что интересно, что на выборы больше никто не приходит. У нас были наблюдатели, в нашей команде были наблюдатели. Никто не приходит. Но дополнительно в этих участках появляются по 200-500 голосов. Те, которые скинули. Это были наша избирательная комиссия, не чужая, не кишиневская. То есть наши еще хуже, чем чужие. Поэтому то, что мы делаем, всегда делаем против себя. Я сегодня хочу, чтобы были честные, законные выборы. Чтобы каждый, который реально может выиграть, выиграл именно программой, выиграл своим авторитетом, а не просто купил эти выборы. Так получается, исходя из вашей риторики, лучше, чтобы эти выборы провела Центральная избирательная комиссия, потому как существует такое мнение. Я сказал примеры, но я вам сказал, что, конечно, сегодня допускать, мы уже допустили, говори, не говори, мы уже пошли к этому варианту, я, честно говоря, не знаю почему, но я уверен, что Конституционный суд уже примет такое решение, и тот день, когда Народное собрание, это был последний день, где мы могли пойти еще договориться. Теперь я уверен, что Конституционный суд, если примет такое решение, все, больше мы ничего не можем делать. Я против этого.
Потому что то, что случилось за 3 года, что мы дали Гагаузии практически, я в том числе, все мы дали возможность Гагаузию фактически захватить. Это захваченный регион. Мы сегодня должны избавиться от этого. Ну, кому-то очень понравилось у власти, и они не хотят уходить. Вот то руководство, исполняющее обязанности, вот все, что есть, им хочется еще на 4 года. Вот поэтому они не хотят отдавать власть. Я за то, что был гагаузский ЦИС, потому что закон уже был принят, мы его не опротестовали. Но то, что случится, мы увидим. Но опять же, вот есть такая версия, и судя по тому, какие кандидаты прошли отбор и вошли в состав Центральной избирательной комиссии, что якобы это выгодно, опять же, беглому олигарху Шору, для того, чтобы эти люди потом, как вы говорите, как в предыдущих выборах, подтасовывали какие-то факты в интересах одного или двух политиков. Я не буду никого обижать, но сегодня пока, как и пару месяцев назад, в Центральной избирательной комиссии находятся люди одной команды. Да, и это подтверждает даже, вот, как я и сказала, глава территориального бюро, он говорит об этом открыто на всех площадках. И вот, знаете, в зале звучали мнения, что процесс может быть заранее предсказуемым. Вот есть у вас ощущение, что сценарий выборов уже частично прописан, и он выгоден, ну, определенным каким-то Сценарии могут быть прописан, если бы Гагаузия просто, все соглашались с тем, то, что хочет делать, вся вот эта команда исполняющих обязанности, которые хотят сохранять свои места еще на 4 года. Да, они определили уже людей, определили сметы, у них есть финансирование, и им назначат выборы и быстро пройти. Поэтому то, что сегодня делается, я лично считаю, что, конечно, мы теряем полномочия, мы должны с этим бороться, ни в коем случае не давать, чтобы Кишинев проводил наши выборы. Но если Кишинев проведет наши выборы, и, в принципе, законы будут нивелированы, и больше никто не будет опротестовывать, мы, конечно, на эти выборы пойдем. Мы пойдем. Мы на них можем не идти только в том случае, если мы будем знать, что их будет отменять, что это просто холостой выстрел. Поэтому те люди, которые запланировали в Гагаузии просто не то что захватить власть, а сохранить власть, она уже захвачена. Она уже захвачена. Это нужно изменять, это нужно менять. Я думаю, что именно они сегодня толкают Гагаузии на тот шаг, где просто не понимают, что они идут в том направлении, где мы можем вообще потерять автономию. Вот такого накала, напряжения юридического, которое сегодня есть, раньше никогда не было. Да, у нас забирали таможню, забирали там налоговую, какие-то моменты, где мы ругались и ругались. Но сегодня, чтобы тут коллапс образовался в юридической форме, где Конституционный суд начинает уложение Гагаузии, каждый пункт там заниматься и показывать, конституционная эта статья, не конституционная эта статья, такого никогда в жизни не было. Мы пришли сегодня до крайности. И эти люди, которые сегодня у власти, не понимают, что они набрали это на своих выборах. Давайте скажем честно. Сам Скамрата баллотируется, Кисели почему-то, набирает там 100-150 голосов, и он сегодня решает судьбу Гагаузии, кричит: «Я патриот». Подожди, дорогой, так ты что, не видишь, что творится? То же самое Орман же. Я поэтому и говорил открыто, что кому-то, может, не понравилось, что если вы не можете решать вопрос, отойдите. Отойдите, дайте возможность другим. Тем более исполняющие обязанности не должны быть так долго. 2 месяца, и дальше, в принципе, они должны или заново утверждаться, или же переизбираться. А в том случае, если вот они все-таки не уйдут, но уже 17 марта звучали прямые претензии в адрес, в частности, Ильи Узуна, ну и там крайне задели Николая Николаевича Орманжа. Тогда у депутатов есть какие-то полномочия для того, чтобы пересмотреть и переформатировать руководящий орган автономии? Знаете, по Узуну был еще один такой вопрос, что Илья Семенович наверняка подумал, что он находится в своем предприятии. Став исполняющий обязанность Башкана Гагаузии, он решил, что ему все позволительно. Вот он что захочет, что сделает, потому что он целый Башкан Гагаузии, как он себе считает. Но это реально не так, это не частная фирма. В прошлом году мы приняли одно постановление по награждению спортсменов. Спортсменов, те, которые принесли Гагаузии медали на чемпионаты мира и Европы, прославили Гагаузию. Но год прошел, и ребят не были награждены. Что интересно, что, предполагаем, так в жизни бывает, что Народное собрание принимает решение, постановление,
Исполком Гагаузии не согласен, руководство Гагаузии согласен. Они должны опротестовать решение Народного собрания. А тут получилось так, что они наплевали. Они просто не исполнили решение Народного собрания, выбросили. А кто вы такие? Мы не будем исполнять, и все. То есть чуть не так, как бы частная фирма, хотим выполнять, хотим не выполняем. И вот сейчас как раз такие мальчики из Копчака, ну, я скажу, это может быть легендой Гагаузии дальнейшего, это такое звездочка. Парень выигрывает чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет. Это первая золотая медаль гагаузская. Да. У нас есть вторые, третьи места, но первой еще не было. Выигрывает, и тут выходят депутаты с предложением, чтобы парню выделить 300 тысяч лей. В спортивных мерках, потому что я это хорошо как бы знаю, это копейки. Предлагается выделить ему за первое место в чемпионате Европы 300 тысяч лей, 15 тысяч евро. Хотя я вам скажу, что в свое время, когда мой первый воспитанник Боскурта стал третьим призером чемпионата Европы по юношам, до 17 лет, по юношам, мы тогда выделили ему квартиру. Сейчас этому парню по молодежи первое место, первое, не третье по юношам, попросили выделить 300 тысяч лей, и начался такой сырбор. Исполком категорически против. У нас денег нету, не знаю что. Хотя там депутаты предлагали конкретно с каких статей забрать, что остальное. И я тогда сказал, что, ребята, о чем мы спорим? Мы этому парню должны выделить квартиру. Квартира у нас не стоит 15 тысяч евро, 300 тысяч лей. Но если вы уже обратились 300 тысяч, то нужно обязательно это выделить. Но на конечном итоге я там слышал от многих депутатов, что исполком это решение тоже не хочет выполнять. Что якобы у них есть положение, только они путают. Есть положение спортсменов, которые награждаются каждый год. Призеры республики, чемпионы республики, другие. Ну там минимально 500 лей, 1000 лей, 2000 лей. И они хотят приравнять этот большой результат тоже туда же, чтобы дать 10-15 тысяч лей и уйти. Да нет, мы поэтому принимали решение отдельным постановлением. Отдельно, конкретно по этим людям. Если и это решение не выполнит, конечно, я открыто говорю, я лично встану и приглашу Илья Узуна на отчет для того, чтобы, если исполком не выполняет решение Народного собрания, естественно, что они должны нести наказание, должны идти в отставку. В отставку, чтобы пришли другие люди, которые будут выполнять решение Народного собрания. Иначе в Гагаузии начинается полный хаос, бардак. А что относительно исполняющего обязанности председателя Народного собрания, потому как среди депутатского корпуса тоже я есть так скажу, что недовольные? Лично, например, я не имею ничего личного к Орманже. Мы давно даже и дружили, были в близких, нормальных отношениях. Но в данный момент я уже сказал, что он не воспринимается Кишиневе. Он не рукопожатный Кишиневе не из-за того, что он плохой человек или плохой там специалист, а от того, что он был рядом с Константиновым, который метнулся с одной стороны, с другой стороны и полностью был одним из ведущих игроков Шора. Все. И он ничего не может решать. Он попытался сделать несколько встреч на высоком уровне, он попытался поехать там в парламент, но это никакой пользы не дало. Не дало, потому что с этим человеком не будут решать будущее Гагаузии. Поэтому я лично считаю, что он тоже должен сам. И как они сами должны уйти. Все, побыли, получилось, не получилось, не Дудогло, а люди дадут оценку. Хорошо было или плохо. Да, Дудогло может дать свою оценку, но люди дадут оценку. Но в данный момент, если мы дальше не идем, нужно менять. Ведь их же не выбрали на 4 года. Разве кто-то выбирал Башканом Гагаузии Илья Узуна или Орманже председатель Народного собрания? Нет, это всего лишь временный. Если у вас не получилось, ну отойдите, дайте другому. Но я считаю, что в данный момент по Народному собранию очень скоро, уже Министерство юстиции, в принципе, обратилось в Конституционный суд. И там могли бы, например, Министерство юстиции забрать свое предложение обратно. Но после нашего выступления Дома культуры, я думаю, что у нас нету тех друзей, которые бы помогли бы нам, чтобы обратиться к президенту, председателю парламента, прежде всего председателю правительства, потому что Министерство юстиции это правительство, чтобы забрали свой иск. Нет у нас таких друзей. Нам пришли те люди, гости, которые нас поддержали, которые сами имеют больше проблем, чем мы. И они пришли здесь пропиариться. И они пропиарились. Чем они нам помогут? Что где-то выскажутся, где-то по сцене, не знаю, где скажут пару слов. Скажут, и что?
А кто их услышит? А нам нужно было, чтобы услышало правительство, руководство правительства. И отозвали это с Конституционного суда. Но мы обратились не тем игрокам. Конечно, нам нужно было обращаться в ОБСЕ, посольство американцев, европейское, турецкое, российское, неважно, по всем. Вот в этих структурах нужно было получить поддержку. Ну и дополнительно отбивать пороги правительства, президентуры и президента страны. Это не стыдно, когда ты борешься за Гагаузию. Нас хотят забрать все у нас, а мы не пойдем бороться. Да нет. А для того, чтобы принимали, нужно, чтобы те люди были, более, которые не увязли в коррупции, не увязли в каких-то схемах. И все равно примут. Все равно примут. Так не бывает. Один раз не примут, второй раз примут. Тем более у нас в истории есть два положительных примера, которые мы могли бы взять. Мы сами себя загнали в тупик. Да. Я, честно говоря, думал, что госканцелярия в ту же ночь, даже в тот же день, потому что выступающий докладывал Владимир Ксапову. Владимир Ксапов сказал, что через полчаса протестуют. То есть они много уже подтянули, уже пошел второй день или какой, третий день. То есть еще много потянули. Правда, вот только что слушал выступление Воли, где Чернев сказал, что они опротестуют это решение. И снова повторяюсь, чтобы меня правильно поняли. Если сегодня опротестуют это решение, и суд их опротестовать могут сегодня, но суд может вынести решение через 2-3 месяца. Если суд примет решение через день, через неделю, через 2, пока не начнутся выборы, это нужно хлопать в ладоши, что мы легко избавились. Но если нам дадут, чтобы кампания началась, и наши люди пошли на выборы, а потом не утвердили эти выборы или на полпути остановиться, это будет просто хаос. Это будет хаос. И скажу еще одно, которое я попробовал тоже это на Народном собрании объяснить, но тоже не услышали меня. Сказал, что бьют себя в грудь, что у нас же деньги есть, мы запланировали, у нас деньги есть. Мы приняли решение. При решении идем на выборы. Суд, госканцелярия подает в суд и приостанавливает наше движение. Вот приостановили. Казначейство хоть один бань выделить? Нет. Казначейство в прямом подчинении Министерства финансов Республики. Если наши выборы законно, суды, государственные суды Республики Молдова приостановили, казначейство не имеет права ни одной бани дать на эти выборы. И они не дадут. Как мы будем проводить выборы? Кто-то там скрикнул, что мы за свои деньги будем проводить. Уже полный абсурд. За свои деньги будем проводить государственные выборы, в Народном собрании. Вот такие моменты. Николай Харлампич, у нас и время уже подходит нашей передачи к концу. Остается только поблагодарить вас за те моменты, которые вы сегодня раскрыли. Мы глубоко раскрыли скобки, показали нашим зрителям моменты, которые творятся, можно сказать, за кулисами. Кто стоит, кто дергает за ниточки, кому выгодно создавать иллюзию попытки провести выборы, а кому выгодно сохранить попытку контроля над результатом и над теми, скажем так, членами, которые вошли в состав избирательного органа автономии. Мы сегодня о многом поговорили и о тех, скажем так, исходах, сценариях, которые могут ожидать нашу автономию в плане финансов, и на политическом поле тоже разные существуют варианты, но нам остается только ждать и надеяться на лучший исход для наших граждан, для избирательного органа, для законодательного органа, и для исполнительной власти тоже. Остается вас поблагодарить. Спасибо, что нашли время. И вас, уважаемые зрители, мы благодарим за внимание. Я напомню, что в прямом эфире была передача Live to Love, где мы обсуждаем самые острые, самые актуальные темы, которые на сегодняшний день у нас есть. Всего доброго. До свидания.